Добрый вечер, это новости в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите в программе. ПМФ-2021. Якутская делегация участвует на главном экономическом форуме страны. Новости из Санкт-Петербурга. Нацпроект «Демография». В рамках этой программы в Якутске откроют сразу несколько новых объектов в этом году. Какие и как идет стройка? Столетний план развития. В Тампонском улусе проходит стратегическая сессия в рамках республиканского проекта. Сегодня стартовал 24-й Петербургский международный экономический форум. Это главная экономическая конференция в России. Там проходят деловые встречи, дискуссионные площадки, обсуждаются самые перспективные инфраструктурные проекты. В прошлом году форум пришлось отменить из-за пандемии, но в этот раз в северную столицу приехали около 10 тысяч человек из 140 стран. В конференции участвует и якутская делегация. Одной из главных тем первого дня стало развитие транспорта в России. В обсуждении этого вопроса приняли участие вице-премьер страны Марат Хуснуллин и министр транспорта Виталий Савельев. Развитие транспортной инфраструктуры – это крайне важный аспект для нашего региона, и Якутии во время дискуссии посвятили отдельное время. За прошлый год только 500 с лишним километров автомобильных дорог отремонтировано, федеральных, региональных, муниципальных. Конечно, не хватает одного маленького пазла в 3 километра – это Ленский мост. Я уверен, что при поддержке того решения, которое Марат Шахерзянович принял на правительственной комиссии, мы 25 июня стартанем с началом строительства моста, и поставленные правительством сроки к концу 24-го, в начале 25-го года мост у нас будет введен Ленский. По железной дороге, безусловно, самая серьезная проблема сегодня для быстрого развития наших проектов угольных – это Восточный полигон. У нас есть полное понимание здесь со стороны правительства, есть понимание со стороны РЖД. Я очень рад, что 1 июня президент подписал решение о создании комиссии по развитию железных дорог Сибири и Дальнего Востока. У нас есть предложение по тому, чтобы без привлечения государственных средств крупнейший инвестиционный проект, который у нас на территории республики реализуется, угольный, Эльгинский угольный проект, который в следующем году уже станет крупнейшим угольным разрезом мира, смог обеспечить вывоз до 40-50 миллионов тонн в ближайшие уже годы. Регион, коллеги говорят, у нас есть деньги, пожалуйста, давайте только быстрее построим. И вот сейчас все механизмы складываются для того, чтобы мы действительно быстрее могли построить. Дают возможность вместе всем заработать. В рамках национальной программы «Демография» в столице региона в этом году откроются сразу несколько новых объектов, в том числе по сферам здравоохранения и образования. Минстрой республики сегодня организовал пресс-тур для журналистов, где рассказали и показали объекты, которые будут сданы в эксплуатацию уже в этом году. Репортаж Дмитрия Тымырова. Вопрос обеспечения детей местами в детских садах в Якутске стоит особо остро. Чтобы решить этот вопрос, по федеральной программе «Демография» на территории республики возводятся сразу несколько объектов образования. Из них большое количество строится именно в столице региона. Все идет в плановом режиме, и объект будет введен в те сроки, которые запланированы по контракту. Это будущий детский сад на 240 мест в Новопортовском квартале. Его начали строить здесь в прошлом году. Сегодня готовность объекта составляет 50%. Сейчас начали с 3-го этажа отделочные работы, уже шпаклюем, готовим покраски. Со следующей недели начнем установку дверей. Ну и фасад, я думаю, что недели через 2-3 мы должны закончить. И приступаем на этой неделе к благоустройству. Новый детский сад планируют сдать уже в ноябре этого года. Он будет оснащен всем необходимым и будет соответствовать госстандартам. У нас будут оборудованы кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда. Будут кабинеты для дополнительного образования. Это кабинет по робототехнике, по изобразительной деятельности, по обучению английскому языку. И еще дети будут изучать якутский язык. Помимо этого, здесь будет спортивный зал и большая прогулочная веранда. Следующим объектом в рамках пресс-тура стал уже готовые объекты. Это здание дополнительной группы детского сада «Цветик-семицветик» на территории 203-го микрорайона. Объект готов, осталось получить лицензию на право ведения образовательной деятельности.
Дополнительные группы рассчитаны на 85 детей. Как и сказали, одна группа будет с 0 до года и 2 группы с 2 до 3. Ну, мы планируем открыться с 1 сентября. Программа у нас будет вестись по вдохновению и по программе «Первые шаги». Педагоги набраны, мы уже готовы. Как получим образовательную лицензию, мы рады встретить наших детей 1 сентября. Последней точкой пресс-тура стал уже возведенный детский сад в микрорайоне Прометей. Он строился по программе «Демография», уже функционирует с января этого года. К нам дети ходят из Покровского тракта, и со стороны ДСК, Сергеевское поле мы также охватываем небольшое количество, да? Поэтому потребность есть. По словам родителей детей этого детского сада, отрадно, что власти региона работают над существующей проблемой, и каждый год открываются новые детские сады и школы. Я родитель 3 детей, и они все ходят сюда, в этот садик. Очень нужны садики, вот такие именно современные, оснащенные, вот с таким подходом хорошим. По итогам пресс-тура Министерство строительства сообщило, что по национальной программе «Демография» до конца года будут сданы в эксплуатацию еще 26 объектов по республике. Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Якутск. 101 человек заболел коронавирусом за минувшие сутки по Якутии. Наибольшее количество заражений фиксирует в столице – 61, сообщает оперативный штаб. 7 новых случаев выявили в Вилюйском районе, 6 в Амгинском, 5 в Мегино-Кангаласском. В Хангаласском районе за минувшие сутки зафиксировали 4 случая, в Горном, Мирнинском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах по 3 новых заражения COVID-19. По 2 новых случая в Верхоянском, Кобяйском и Ленском районах. За сутки лаборатории республики провели более 3500 исследований на ковид. В ближайшее время в республиканских мероприятиях планируется проведение и Гарманчары, и СХ Аланхо в Алекминске, в связи с чем я обращаюсь и к жителям Горного улуса, Алекминского улуса, и тех, кто планирует участвовать в этих мероприятиях. Вакцинация сегодня позволит нам провести эти мероприятия без лишних вопросов, а непосредственно относительно последствий возможного заражения как такового, в связи с чем призываю всех прийти в Алекминском и в Горном улусе, а также членов команды, тех, кто планирует поехать в эти районы на мероприятия, на вакцинирование. 2 очага лесного пожара действуют близ села Марнюрбинского района. По данным Госкомобеспечения региона, его площадь составляет 110 гектар, из них лесная 90 гектара, нелесная 20. На тушении пожара работает 74 человека, среди них сотрудники лесоохраны и привлеченное местное население. Как отметили в пресс-службе МЧС России по Якутии, рядом с селом имеются естественные преграды в виде 2 озер. В Тамбонском районе проходит стратегическая сессия в рамках республиканского проекта под названием «Столетний план развития». Участие принимают главы наслегов района, руководители предприятий, организаций, представители бизнес-сообщества. Из Хандаги передает наш корреспондент Мария Винокурова. На встрече были обсуждены идеи, проблемы и приоритетные задачи Тамбонского района для выработки соответствующей стратегии по усилению социально-экономического и культурного потенциала. Также участники представили свое видение будущего на 100 лет вперед. Хотелось бы отметить то, что Хандага – это у нас промышленный район, много говорим о промышленности, говорим о сельском хозяйстве. И ребята выделили о том, что люди в будущем будут управлять всеми процессами через силу мысли. И как раз-таки говорили о том, что управление природными ресурсами, но и в части управления солнцем, энергия солнца, энергия воды, воздуха, земли и так далее. Тамбонский район – это ворота на северо-восток Якутии. В последние годы все внимание жителей приковано к Нежданинскому золоторудному месторождению, а также месторождению серебросодержащих полиметаллических руд в Верхнем Инкиче. С открытием там обогатительных фабрик улучшится не только экономика, но в целом повысится качество жизни людей. Надеемся, конечно, данная конференция даст положительные результаты. Мы придем к единому мнению, и наш Тамбонский район будет развиваться и в ближайшие 10, 20, 30 и 100 лет. Развивая промышленность, сельское хозяйство, мы, как поселок Джибарики-Хая, я надеюсь, что возродим все-таки наше угольное месторождение.
На второй день для участников будут организованы экспертные сессии, подключение с представителями различных министерств и институтов. К концу сессии участники должны сформировать план развития Тампонского района на 100 лет вперед. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандага, Тампонский район. Департамент по охране объектов культурного наследия начинает ежегодный сезон экспедиций по памятникам истории и культуры в районах республики. Этот мониторинг объектов проводят с целью фиксации состояния памятников и выявления фактов нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия. Таким образом, осмотр памятников в этом году пройдет в Мирнинском, Ленском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском и Вилюйском районах. Самое большое количество объектов археологии, по 7 памятников, планируют изучить в Сунтарском и Вилюйском районах. Сегодня свой 95-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Павлов. От имени Министерства труда и социального развития Якутии его поздравили с прекрасной датой, вручили поздравления с цветами и подарками. Кирилл Павлов был ранее награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за победу над Японией. Он почетный гражданин Республики Саха-Якутия и Вилюйского улуса. Также Минтруд Якутии поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Егора Николаева. Уроженец Намского улуса, работал в родном колхозе разнорабочим, был призван в армию в 1944 году. Служил в стрелковом полку. Егор Семенович Николаев был награжден орденом Отечественной войны первой степени, боевыми медалями за победу над Германией, за победу над Японией, за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, а также юбилейными медалями. Что делать для того, чтобы в музей ходили не только школьники? Чем ежедневно привлекать посетителей? Какие современные методы и технологии нужно использовать, чтобы музей был большим пространством общения и знания, а не только хранилищем экспонатов? Обо всем этом сегодня говорят в Якутске на втором региональном фестивале музейных специалистов «Якут Museum Fest». Участники будут обмениваться опытом и идеями по двум направлениям – музей в онлайне и музей и развитие территорий. На площадках будут выступать специалисты из Владивостока, Екатеринбурга. В связи с эпидситуацией мероприятие проходит онлайн. Не секрет, что Якутия очень большая территориально, да, и очень редко музейные сотрудники встречаются для обсуждения каких-то проблем, да, или для обучения. Вот фестиваль – это, собственно, площадка, где такое общение должно происходить, завязываться какие-то связи, создаваться новые проекты. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами, будьте в курсе.